Оскар Амирович, да? Или как бы? Нет, Оскар. Просто Оскар. Добрый день. Добрый день, да. Я на самом деле хочу поблагодарить тебя за интервью, за то, что ты согласился поговорить, потому что для меня, с точки зрения как для режиссера, мне кажется, очень важный разговор. Там, мы говорим часто режиссер-продюсер, режиссер, там, директор киностудии. Да? Поговорить все-таки как с артистом, как с художником, мне очень важно. Потому что все-таки люди творчески формируют какие-то концепты, формируют будущее. И я, во-первых, хочу лично все время, когда я там, тебя вижу на экране, на сцене, у меня картинка включается Амир Габдульманович. Потому что я в 90-м году приехал в Уфу снимать первую короткометражку, и первым на киностудии она была на Ленина, я познакомился с твоим отцом, который, мне кажется, задал некий эмоциональный задел. Он задал своими фильмами, своим отношением к жизни, к творчеству, к работе. И то, что он делал, то, что не имеет никаких возможностей практически. Да, телевидение, это была очень сложная история, потому что там структура была не для производства. Он все-таки заложил в нас, в меня какой-то стержень, который, я надеюсь, несу дальше. И поэтому я с этой стороны очень, приверженец идей твоего отца. И говоря о прошлом, мне хотелось бы все-таки начать с твоего отца, потому что Амир Габдульманович это была тоже фигура достаточно уникальная, и музыкальный, и артист, и режиссер, и телевизионщик, и сериалы снимал, и так далее, и был председателем Союза кинематографистов. Расскажи немного об своем отце, чтобы мы поняли, откуда идет твой шлейф. В 90-е годы, когда образовалась киностудия, или, может быть, я все-таки начну с того момента, когда еще киностудия не образовалась, а создался первый фильм «Кинзя». До этого, конечно, были фильмы музыкальные, документальные, но вот из таких больших пластов, то для меня это было, конечно, большим удивлением и гордостью, безусловно. Поскольку я ученик школы, учился еще в школе, этого не понимал. Я стал понимать тогда, когда я уже пришел просто на телевидение и стал наблюдать за артистами, за процессом. И мне как-то, я вошел вот в этот раж творческий, и вот этот вот свет, софиты, включаются камеры, выключаются камеры. Ведь снималось-то, по-моему, и на пленку снималось, и снималось еще и на видео. То есть это в таком режиме, в режиме ПТС еще было. И я тогда подумал первый раз, может быть, я все-таки, раз отец режиссер, думаю, само собой. Ведь моя линия творчества тоже перешла очень случайно, когда папа снимал фильм о Радике Горееве. И, в общем-то, с легкой руки Радика я пришел уже в певческую братью, скажем так. Поэтому все равно режиссерство, все равно чтение книг, сценарный план. Наверное, я с детства уловил этот момент. Его, конечно, не можно, он не передается по наследству. Тут нужно просто-напросто вникать. Нужно понимать, нужно рисовать, нужно видеть это, видеть воплощение каждого артиста. Поэтому я все время для себя рисую какие-то новые рисунки, картинки, как всякий режиссер. Тут важно мыслить глобально, не уходить прямо на настоящую конкретику. Вот это самое главное. И когда отец создал киностудию «Башкортостан», большое спасибо Муртазе Губайдуловичу Рахимову за то, что он помог. Что именно в этот сложный период организовать, поднять. Ведь папа тогда не получал денег вообще. То есть он работал за идею. И от этого он получал огромное наслаждение. И никто ему в этом даже и не попрекнул, не помешал, а наоборот поддерживали. Это здорово. И я очень горд тем, что отец именно в такие времена сделал то, что сейчас это, даже сейчас уже сложно. И я рад, кстати, что продолжаешь историческую тему. И мне кажется, наш башкирский народ заслуживает этого, поскольку у нас очень большая история. Нам есть что рассказать миру, нам есть что показать. И
наше творчество, наша глубина башкирской души дает право вот именно снимать и показать боль и радость нашей республики. Абсолютно согласен. И я, знаешь, я вот хочу как бы довершить, вот как ты рассказываешь, я понимаю, что время было особое, 90-е годы, это было время такое возрождение, у меня такое ощущение, что это открывались театры, создавались киностудии, и это было огромнейшее созидательное в том числе время. И сегодня, вот говоря об этом времени, я хотел бы с тобой сейчас поговорить с точки зрения, как вот со твоего сегодняшнего статуса, как советника главы республики по культуре. И говоря, оглядываясь назад, можно сказать, что вот был период при Муртазе Гулбулатовиче Рахимове, да, то есть культура, вот это был, в какой-то степени, возможно, это была немножко консервативная, очень национальная, и, как ты помнишь, когда открывались там государственные там концерты, да, то есть это обязательно там... Ансамбль Гаскарова. Да, это обязательно, да, то есть опера Салават Юлаев, это Курай, это... То есть, так далее. То есть, а потом был период при Рустеме Зекиче Хамитове. И это был в том числе период, в котором ты задал тоже очень интересный эмоциональный какой-то такой заряд. Это театры, это вахтановцы приехали, это приехали мировые музыканты сюда. И это было как некое такое открытие. Это был такой вот джазовые площадки, джазовые фестивали, открытые open-air концерты. Создавались фильмы в том числе. И сейчас как бы новый этап. Ну, скажем так, наверное, настала та эпоха, когда мы должны позиционировать нашу республику за рубежом, в мире. Поскольку на сегодняшний день и нам позволяет и онлайн-трансляции, да, показывать, и может весь мир посмотреть это. Но когда есть, наверное, наша персоналите, как говорят, да, наша персона, я имею в виду культура, я имею в виду искусство, то мы, как первые пилотные проекты, должны выехать и рассказать, за нами должны поехать уже политики, договориться. После этого едет уже бизнес. То есть мы те пионеры, которые устраиваем, которые показываем, что мы распростерты, мы открыты, мы хотим дружить, мы показываем нашу культуру, наш быт, башкир. Да? Вот я считаю, что это самое главное. Слушай, мне очень нравится вот эта концепция. Знаешь, она какая-то логическая. Если период Муртазы Гулбулатовича Рахимова – это такой внутренняя работа, да, с внутренним развитием, созданием ансамблей. Период Рустема Зекича Хамитова – это период как бы работы вместе с российскими проектами. То ты говоришь уже о каком-то мировом процессе. И тем более ты говоришь о технологическом развитии, когда интернет позволяет делать онлайн-трансляции, делать HD-театр тот же, да, потому что мы все познакомились, я познакомился в период там самоизоляции там, с мировыми фильмами, с мировыми театральными постановками. Поэтому, мне кажется, это очень интересно для меня, как для режиссера. Это тоже значит, я как режиссер могу думать о том, чтобы делать проекты, которые выходили бы, делали бы нашу культуру на международной площадке. А вот почему мы в Голливуд не можем поехать? А я ездил в Голливуд. Нет, ездить-то можно, поехать можно. Я имею в виду сделать какие-то совместные проекты. Вот знаешь, ты вот, как скажем, как будто бы мы с тобой до этого времени как будто договаривались, как будто про это говорить. Но мне кажется, что у нас на самом деле очень интересные идеи и очень интересные личности в республике, которые не только российского, но и мирового масштаба. Ну, давай там говорить хотя бы о Шаляпине сказать, да? То это человек, который, в общем-то, ну, действительно мирового уровня. И мне кажется, что мы можем уже говорить о каких-то международных проект. Я думаю, что это замечательная идея. В том числе кино – это такой удобный формат. Если раньше, в эпоху твоего отца, это была пленка, да? Это было через бобины, то сейчас достаточно флешки, достаточно перекинуть какую-то ссылку, и можно скачать и посмотреть. Мне очень интересна эта мысль, и мне кажется, что она очень ценна, в том числе для того, чтобы многим творческим культурным работникам, художникам как-то посмотреть на собственное развитие в контексте мирового процесса. Мне кажется, им будет очень интересно, поскольку мы же приглашаем сюда и оперных певцов из-за рубежа, да, и дирижеров, и музыкантов, танцовщиков, да.
У нас, кстати, вот японская пара танцует в нашем же балете постоянно. То есть нужно именно вот в этом. Сейчас с одним режиссером, с одним артистом, да, мы приехали оттуда. То есть как-то вот начать такие переговоры. Я хотел бы, сейчас переходя на следующий вопрос о национальной культуре, спросить тебя, потому что мы все-таки должны понимать, что мы представители национальной культуры, мы выросли в контексте, мой отец был поэтом, твой отец был кинорежиссером, и все-таки какова роль сегодня национальной культуры в современном обществе, потому что мы видим, что она должна развиваться в республике, и мы здесь живем, это наше место. Как бы мы ни хотели, к примеру, там, приехать на неделю в Париж там, или в Лондон, или в Голливуд, но в то же время, что происходит с национальной культурой? Развивается ли она у нас в республике? И достаточно ли ресурсов, чтобы она была конкурентоспособна? Ну, по поводу конкурентности я не могу ответить. А по поводу того, что развитие всегда есть. То есть те или иные фестивали, конкурсы, да, связанные, это все равно происходит в республике. Да, мы знаем наших выдающихся исполнителей, да, без них никак нельзя, да, игры на народных инструментах, горловое пение, там, кубейс и так далее, да, танцовщиков наших великих народных, да. Что касаемо там, бюджета Министерства культуры России, да, то всегда можно обговорить. Всегда есть какие-то моменты, это уже либо на дружеской основе, да, либо на тех, ну, скажем, моментах, когда ты можешь просто-напросто прийти в Министерство культуры России и просто спросить, где, в каких проектах наша республика может участвовать. Это всегда, никто не скажет нет. И то, что происходит на сегодняшний день, да, мы в ногу со временем мы движемся. У нас современный курай, да, у нас современный танец пошел, стилизованный танец пошел. Но все равно наши корни здесь, в Уфе, в Башкирии. Мы показываем нашу культуру за рубежом. Но это, извините, это народность, это наша культура, которую я очень люблю. И я говорил и буду говорить, что вот для меня, как для башкира, это что-то, а где это? Первый вопрос. Я говорю, ну, это Уральские горы, это Южный Урал. Начинаешь показывать по карте, если есть такая. Но когда видят танцы, когда слышат голос, когда смотрят те же фотографии либо художников наших, совсем другое мнение. То есть сегодня мы даже открыты, больше для европейцев, конечно, для всего мира мы открыты, но к нам интересно ехать, смотреть нашу культуру, смотреть нашу прекрасную природу башкир, да, кушать наш прекрасный мед. Я считаю, что мы должны просто развиваться. Но в каком направлении? Это должны ставить уже, наверное, вот то наше культурное наследие. Я хотел бы перейти к теме «Всемирно крутая Башкир». Я состою в исполкоме, и ты состоишь в исполкоме. И сегодня, безусловно, очень, ну, как скажем, вопросы стоят и к истории, и к культуре, и к языку, и к диалектам, и к развитию нашего народа, к его модернизации. И для меня, как культура, это является некий поиск образа будущего вот, представителей нашего народа. Вот как представитель Всемирно крутая Башкир, как башкир башкиру, тебе задать вопрос. Да. Вот, я знаю, что сейчас работа по концепции, по стратегии развития башкирского народа. Это огромнейший документ, и мне кажется, он важен, потому что если нет плана будущего развития, невозможно как бы оценивать свои поступки, да, свои как бы критерии своего развития. И мне кажется, как ты, как художник, который придумываешь образы, создаешь образы на сцене, я хотел бы тебя попросить пофантазировать, какой же вот это будущий башкирский народ может быть, какие ценности, в каком качестве? Ну, мне кажется, чисто исторически, если возвращаться к истории, да, то, ну, конечно же, мы из юрт не будем выходить, так ведь, да, когда мы уже перешли в другой жизненный уровень, этап.
Поэтому для меня главное, чтобы, во-первых, башкиры жили всегда в мире. Мы миролюбивые. У нас более 120 национальностей проживает в республике. Поэтому мне кажется, что здесь национальная вот составляющая, она, конечно же, это основа. Это как, в общем-то, наверное, и в Конституции, да, нашей страны. Все-таки это гордость. Мы, наверное, относимся к тем малым народам, которые должны сохранять свою культуру, да, свое предназначение. И, безусловно, такие вещи, как сабантуй, и, да, праздники, мусульманские праздники мы должны соблюдать. Я считаю, что вот эта основа должна быть самой, для нас первостатейной. А что касаемо культуры, искусства, курая, инструментов, кумыса, от этого мы никуда не денемся. Мы родились такими. Вот. А воспитание народа, это уже зависит от каждого из нас. Это зависит от каждой семьи. Вот. То, что происходит сейчас на телевидении, да, канал Курай, да, конечно, мы должны идти в ногу со временем, безусловно. И Курай должен быть, уже выглядеть как современный инструмент. Но при этом я очень люблю Курай, когда он играет соло. Без кого-либо. Вот один Курай. Это здорово. Спасибо, Оскар. Вот я хотел бы узнать, у тебя очень много таких как воплощений, да, Да. в современном этапе твоем, и ты сегодня являешься художественным руководителем Башкирского театра оперы и балета. Вот расскажи, пожалуйста, потому что Башкирский театр оперы и балета флагман. Я снимал картину «Первая республика», где один из основателей нашего профессионального музыкального искусства, как Газиз Аль-Мухаметов. Поэтому мне тоже интересно, что у нас происходит в оперном театре, какие у нас новые проекты, новые планы будут? Проекты будут, оперные и балетные спектакли, они как бы, поскольку мы уже запланировали, да, они будут происходить. Просто сейчас чуть-чуть они будут попозже. Вот. Но самое главное, мы будем писать новую башкирскую оперу. И будем писать ее именно для того, чтобы начать новую историю. И мне кажется, это нам получится. И мы в скором будущем мы объявим конкурс. И, наверное, я думаю, что это воплотится. Мне очень хочется. Потому что на сегодняшний день дух времени подсказывает. Мы по-другому взглянем, мы по-другому услышим. Мы должны, еще раз повторю, что мы должны двигаться. А театр оперы и балета – это один из флагманов, правильно сказал. Безусловно, это основа. Сюда ходят люди, здесь великолепный оркестр, великолепный хор, солисты. Поэтому будем надеяться. Возвращаясь немного к культуре, давай поговорим о состоянии сегодняшней культуры в республике. Оно, может быть, развивается, расширяется, да, то есть какие-то новые имена. Или в каком состоянии, вот ты как условно говоря, как диагностик, да, потому что наверняка тот твой правильный взгляд, тот твой акцент на плюсы-минусы и, соответственно, из твоих каких-то формулировок, да, мыслезаключений будет вырабатываться какие-то действия. Как ты считаешь, что сегодня в культуре, в каком мы находимся состоянии? Мое ощущение, что мы находимся в рабочем состоянии, да. Нету взлетов и нет падений. То есть мы ровно находимся. То есть, конечно, хотелось бы сюда пригласить и Ленком, и БДТ, и Малый театр, и так далее, как-то в себе саккумулировать это все. Да, и чтобы у нас оркестры и выступали самые лучшие, чтобы сюда приезжали самые лучшие исполнители. Но это финансовая составляющая, так ведь? Поэтому, если говорить о том, что происходит в театрах в республике, это уже другая. То есть мы, мы выполняем план. Как бы это ни звучало так скажем, не очень корректно, да, что мы выполняем план. Какие-то результаты, количественные показатели. Это, да, больше всего это к показателям относится. А вот к душе относится очень мало, да. Поэтому
Могу что только сказать. что касается качества? Вот ты сказал про количество, но качественный показатель. Вот с точки зрения того, чтобы ты отметил, что ты считаешь, что действительно мы качественно заменяемся. Понимаешь, первый показатель – это участие театров, участие артистов в соревнованиях, конкурсах. Вот это, я считаю, качество. Участие драматических театров, да, выдвижение на определенные премии, не башкирские, а и российские премии, я об этом веду речь. Участвуя в разных форумах, пусть они будут и онлайн-форумы. Ведь я скрывать не буду, театр за полгода вошел в 5 лучших театров России, оперный театр. В 5, не в 10 даже. Поэтому для меня это очень важно. Я горд, что за такой небольшой период времени мне удалось сломить, мне удалось переговорить с театром, естественно. И его нужно просто позиционировать, его надо защищать. Защищать в том смысле, что защищать каждого своего солиста. Ты потому что за него несешь ответственность. Я думаю, что это каждый руководитель театра, художественный руководитель театра это понимает. Вот это, я считаю, самое главное. Что касаемо народного творчества, это, безусловно, это всегда и будет в республике. Опять-таки, хочется вывести на уровень до того же телевидения, да, российского телевидения, когда наши ребята принимают участие в тех или иных телевизионных программах. Это тоже гордость. Оскар, вот ты говоришь, я заметил, таких вещей, как позиционирование нашей культуры в российском контексте. Да. Это, безусловно, важно. Да. Но есть зритель, который, к примеру, уфимский, который может купить билет, приехать там даже с Черниковки и посмотреть там оперу, послушать посмотреть спектакль. Но мы говорим теперь про другого зрителя, которому нету доступа вот к этому высокому искусству. Ну, к примеру, житель просто в районе, в деревне. Мы удовлетворяем их потребности. Вот удовлетворен ли сегодня потребностью национальной культуры простой зритель в республике? Ну, прежде всего, это надо спросить у зрителя. Когда он выходит счастливый и довольный, когда он аплодирует, то я считаю, что это успех. Успех фильма, успех спектакля. Да, мы не можем, конечно, ездить таким составом театра просто по оснащению, по техническому оснащению. Да, мы можем ездить только по большим городам, представлять. Поэтому я считаю, что это определенный успех. То есть вот я сейчас просто фантазирую, Да. ты не предполагаешь такой, что там, я сейчас образно говорю, то, что нагремел, опера Аттила поедет по каким-то городам Салават, Стерлитамак, Но это сложно. Туймазы, ну хотя бы в маленьких декорационных возможностях. Это совсем другое, это другая картинка. Потом этот спектакль, он ставится 2 дня. Соответственно, 2 дня убирается. Поэтому он так часто не может идти, поскольку вот следующий спектакль мы вынуждены переносить. То есть мы так составляем план. И получается так, что у нас из-за спектаклей в месяц уменьшаются спектакли. Ввиду их сценической такой загруженности, массовости. Вот. Поэтому у меня такое новое предложение. Я всегда художникам теперь говорю. Вы, ребят, когда будете рисовать, вы имеете в виду, что техническое оснащение должно быть сделали, собрали, убрали. То есть это должно быть в течение суток. Ну, это так, о техническом. Оскар, я хотел бы спросить немножко о благотворительных твоих проектах, Да. потому что, ну, я, честно говоря, там, для меня это в моей голове не умещается. Это художественный руководитель, советник по культуре, артист, да, который поешь, да, то есть ты, как бы, скажем, играющий тренер, да, то есть, еще благотворительность. Куда столько? Это же целая такая, ну, как бы серьезная, напряженная работа. И расскажи немножко об этом. Ну, я могу сказать так, что я во время пандемии я приехал в Башкирию. Я посчитал нужным, что я больше пригожусь здесь и дам больше для своего народа, чем я буду сидеть закрытым в квартире и думать, читать. Да, это можно делать всегда, никто не против, но волонтерством занимаюсь я, занимается Наталья. Вот. И для нас это очень важно. Важно делать добрые дела, и если это тебе подсказывает сердце,
Поэтому я просто очень люблю Башкирию. Оскар, я считаю, что дальше продолжать уже разговоры смысла нет, потому что, мне кажется, твое отношение, твое, скажем, эмоциональная работа в отношении культуры, в отношении проектов будущих, это для нас очень важно. Огромное тебе спасибо за интервью. Спасибо.